Семья – это дружная команда, которой можно в ней жить вместе, как в треугольнике типа. А какой это треугольник? Треугольник, который нельзя разбить и нельзя сломать. Вот так о своей семье рассуждает 9-летний Артур, старший сын Ключниковых. У мальчика 2 братьев и сестренка. В браке Анастасия и Михаил с 2015 года. На материнский капитал семья купила комнату в малосемейном общежитии. От нашей республики идет региональный капитал. Как раз вот тоже мы добавляли вроде, да, его? Да, его тоже добавляли, чтобы купить. Материнский капитал, региональный. И вот сейчас вот как раз хорошо вот мы попали вот с мелкой, когда родилась, попали по пособиям, да, пособие получили. Да, на третьего и последующего ребенка мы попали. До этого. Вот как раз с 3-м ребенком мы, так сказать, их отменили, вот, и мы, получается, жили только вот то, что по уходу я получала с работы, и у мужа зарплата. Вот, то есть больше мы нигде не проходили, хоть и были многодетными. Вот, а вот сейчас опять возобновились эти меры поддержки, и с 4-м ребенком я уже получаю на нее. Анастасия в отпуске по уходу за 4-м ребенком. Михаил работает в строительной фирме. А еще многодетный папа – общественник-активист. Он вдохновляет соседей по дому на добрые дела. Летом своими силами привели в порядок тропинку к школе, подсыпали щебенкой и асфальтовой крошкой. В планах организовать ремонт дороги во дворе и облагородить сквер. На добрые дела Михаила вдохновляет его большая и дружная семья. Надо не забывать то, что дети, как говорится, наше будущее. Это смысл, получается, жизни. Семья, она ведь как дом, да, строить по кирпичикам. То есть надо вкладываться, нужно всегда разговаривать с партнером, нужно искать компромиссы. То есть не надо там обидеться, да, там, грубо говоря, там обрывать все. То есть нужно в любом случае договариваться, вот, и вкладывать все это. Говорить о семейных ценностях необходимо с детства. Важно наставлять подрастающее поколение и показывать собственный пример. Государство оберегает и поддерживает институт семьи на всех уровнях. Сохранение традиционных семейных ценностей – безусловный приоритет. Семья – это ведь фундамент. Каково положение в семье, таково и в обществе, понимаете? Поэтому, безусловно, надо говорить о семье. И прививать вот ценности семьи – это первая любовь, брак, целомудрие, рождение детей, ведение домашнего хозяйства, и уважительные отношения друг к другу. Объявление 2024 года годом семьи – логичное продолжение политики президента. По решению Владимира Путина в стране введен и постоянно совершенствуется инструмент материнского капитала. Создана комплексная система поддержки семей с детьми в возрасте до 17 лет. Возрождено звание «Мать-героиня». В школах организовано бесплатное горячее питание для младшеклассников. Для молодых семей действует и льготная ипотека и возможность улучшить свои жилищные условия. Перед страной стоит жизненно важная задача улучшения демографической ситуации, роста показателей рождаемости. И решить эту задачу без поддержки семей и пропаганды семейных ценностей невозможно. Нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей. Понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть будущее России. Меры соцподдержки действуют в каждом регионе. В Коми введен региональный семейный капитал, компенсации многодетным по оплате ЖКУ, единовременная выплата в 1 миллион 800 тысяч рублей на покупку автомобиля для семей с 7 и более несовершеннолетними детьми, единовременная материальная помощь до 100 тысяч рублей при газификации жилья семей с детьми, которые живут на селе. И этот список можно продолжать. Поддержка семьи, материнства, детства – ключевое направление социальной политики нашего президента. На федеральном уровне существует целый ряд мер. Создана комплексная система поддержки семей с детьми. Для правительства Республики Коми поддержка семей также является одним из основных приоритетов в работе. Мы вводим новые социальные выплаты, совершенствуем уже действующие механизмы. Сегодня республиканские меры поддержки получают порядка 30 тысяч семей.
Существуют и другие меры поддержки, которые зависят от доходов семьи, возраста детей или иных обстоятельств. Часть этих пособий и выплат, в том числе единое пособие, установлены на федеральном уровне и выплачиваются через социальный фонд. Очевидно, поддержка семейных ценностей для России жизненно важная задача, от которой зависит будущее страны. Одним из ключевых направлений года семьи станет поддержка семей военнослужащих. Специальная военная операция продолжается. И в этой ситуации долг государства и общества всемерно поддержать семьи участников СВО, на что постоянно обращает внимание и президент России. Алексей Корчма, Анастасия Тюрнина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.